Мы сегодня будем разбирать такую странную тему рабочей тетради для начальной школы. Значимость и необходимость. Когда я приступала к сбору материала по данной теме, думала, что это очень легко и просто. Сложность оказалась в том, что, оказывается, использование рабочих тетрадей в образовательном учреждении, в образовательной организации – это довольно спорный вопрос. Имеет ли право организация использовать эти рабочие тетради? Кто обязан их покупать? В чьей компетенции содержать этот учебный материал? И на основе чего чем мы должны руководствоваться, когда мы приобретаем рабочие тетради? И еще один момент. В августе этого года во исполнение поручения президента Министерство просвещения приняло определенные меры и издало письмо, в котором указывается, что использование рабочих тетрадей в образовательном процессе на сегодняшний день рекомендуется сократить и вести, так сказать, более широкую деятельность в плане внедрения образовательных цифровых технологий. Вот как вообще ориентироваться, что делать педагогу в этой ситуации, мы с вами в конечном итоге, в конце нашей беседы и должны найти ответ на этот вопрос. Ну что, приступим. Итак, средства преподавания. Это учебные материалы, которые представлены в виде учебника или, как принято говорить, в виде учебно-методического комплекта. Я хочу сказать, что в каких-то источниках пишут учебно-методический комплект, в каких-то источниках пишут учебно-методический комплекс, но мы с вами то, что привыкли использовать, наверное, и будем использовать этот термин. Учебно-методический комплект. В него входят учебники, рабочие тетради на печатной основе и другие учебно-методические пособия. Самое интересное, что учебник определяется не только та книга, которую мы предлагаем детям. Оказывается, в понятие учебника входят и фильмы, и звукозаписи, и на сегодня у нас с вами есть и аудиоучебники, и учебники цифровые, которые может использовать ребенок. То есть довольно широкое понятие учебно-методического комплекта. Вот рабочая тетрадь на печатной основе – это несколько другое понимание имеет, другое представление. То есть оно входит в комплект учебно-методический, а использовать его можно только тот, который напечатан организациями, имеющими разрешение на печать учебных пособий. Мы сегодня конкретно посмотрим одну рабочую тетрадь и с вами выясним, вообще ее можно использовать или нет. Хотя достаточно умная, толковая рабочая тетрадь. Итак, использование рабочих тетрадей на печатной основе уже доказано и имеет подтверждение реальное, что это достаточно необходимое, достаточно высококачественное и результативное пособие, которое, если используется учителями, особенно если мы говорим о школе начальной, то она там не просто желательна, она там бывает необходима, что подтверждают и сами учителя, когда говорят об обучении детей навыку письма. И доказано, наши дети начальной школы, вот тут конкретно указано, 4-классники, участвовали в международном тестировании. Дети, которые работали с рабочими тетрадями, и вы видите, что наши дети показали наилучшие результаты в сравнении с другими детьми, их сверстниками из 50 стран мира. Я думаю, что это достаточно высокий результат. Я думаю, что это достаточно доказательно, что рабочая тетрадь – это тот учебный материал, который улучшает учебный процесс, позволяет сохранить мотивацию, заинтересованность ребенка. И другое дело, что люди не знают вообще, как поддержать использование рабочей тетради. И я хочу сказать, что мнение учителей здесь диаметрально разнится. То есть есть учителя, которые утверждают, что рабочая тетрадь им нужна, рабочая тетрадь помогает им реализовывать образовательные задачи, а есть учителя, которые говорят, да,
Конечно, она красива, она хороша, но использование рабочей тетради конкретно на уроках, оно не приводит к тому, чтобы повышать качество образования. Вот давайте все-таки посмотрим, попробуем обсудить и понять значение рабочей тетради на печатной основе. Итак, даже международные исследования показали, что использование рабочей тетради повышает качество обученности детей. Повышается качество тех навыков, специальных учебных умений, которые ребенок получает, выполняя задания, представленные в рабочей тетради. Давайте посмотрим, что же такое рабочая тетрадь. Это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного материала. И, наверное, здесь будет ключевым словом слово «самостоятельное». Как раз сегодняшним нашим ученикам и не хватает вот той самой самостоятельности. И мы все сетуем, когда даем домашнее задание детям, мы сетуем и говорим, что дети сами не выполняют домашнее задание. Как правило, это все выполняется только с помощью взрослых. Ну, вот рабочая тетрадь, наверное, позволяет ребенку выполнять задания какие-то самостоятельно. Но насколько это используется правильно, ну, давайте дальше посмотрим. Так. Рабочая учебная тетрадь на печатной основе выполняет следующие функции. Вот они представлены на слайде. Пока мы с вами об этом говорим, вы, собственно говоря, можете познакомиться. 6 замечательных функций. Самое главное – это активизация самостоятельной работы ребенка. То есть, если тетрадь интересна, если она красочная, если она привлекательна в плане того, как расположен там материал, то ребенок, конечно, с удовольствием будет выполнять эти задания. И мы это знаем, начиная работать еще с детьми-дошкольниками. Когда дошкольнику представляется вот такая тетрадь с разными заданиями, и пытаешься дозировать выполнение задания его, он хочет еще, еще и еще. Несмотря на то, что данный материал еще с ним не проходили, а ему очень хочется выполнять какие-то задания. Ну, поэтому, наверное, целесообразно родителям, которые эти тетради дома с дошкольниками используют, делать несколько копий одного и того же материала и предоставлять ребенку для того, чтобы он многократно мог упражняться при выполнении тех или других заданий. Потому что, ну, ребенок с одного раза начертил линеечки, там, выполнил какое-то задание на дифференцирование, на выполнение заданий на мыслительную деятельность, это ведь не значит, что он обучился и все, его дальше там обучать не надо. А когда мы будем давать возможность ребенку многократно повторить то или другое задание, то есть мы вырабатываем у него таким образом более стойкие навыки и умения. Итак, функция, о чем я сейчас и сказала, формирование общих учебных и специальных учебных навыков. Вот когда многократно ребенок в тетради может повторить задания, представленные ему для выполнения, тогда у него и качество освоения этого материала будет повышаться. Ну, в задании то, что учитель или воспитатель не могут дать большой материал на одном занятии, это понятно. Занятия и урока не ограничены временем, а сегодня в наши ковидные времена время уроков сокращены, и время занятий сокращены. Поэтому еще чего-то выполнять в рабочей тетради, я думаю, у учителей не хватает на это времени. Собственно говоря, учителя сами об этом говорят. И использовать эту тетрадь в работе на уроке не представляет возможности. Когда ребенку дает эту тетрадь домой, или он выполняет задание дома, тогда, опять-таки, мы говорим о качестве образования, повышении качества образования. И поэтому в тетради уж если выбираем, то выбираем ту тетрадь, которая не только формирует у ребенка какие-то навыки и умения, ребенок имеет возможность упражняться в них, но и дать какие-то новые знания, которые мы не можем дать и на протяжении одного урока. Так, ну, понятно, что когда ребенок работает самостоятельно в тетради, то у него совершенствуются и развиваются все психические процессы, это безусловно. Если в этом
в этих занятиях принимает участие взрослый, он помогает ребенку не только выполнить то задание или мотивирует его на выполнение заданий, а в процессе общения, в процессе речевого общения мы с вами выполняем еще такую важную функцию, как развитие речи, когда ребенок не просто чертит, рисует, дифференцирует, выполняет задания, но еще и мотивирует. И еще объясняет взрослому, почему он так поступил, он должен доказать. Вот таким образом мы с вами и формируем достаточно высокий уровень речи. Вот и, естественно, функция, главная функция, наверное, рабочей тетради – это контрольная. Там, где ребенок осуществляет аргументированный отбор тех решений, которые он принимает, и в процессе выполнения этих заданий, при проверке выполнения этих заданий, учитель может очень хорошо понять, насколько ребенок понял данный материал, насколько он выполняет их правильно, а значит и потом планировать свою работу, деятельность образовательную с учетом того, насколько дети в классе поняли материал и как легко они в нем ориентируются. Здесь поставлен главный, наверное, вопрос, кто приобретает рабочие тетради на печатной основе. Но вот до конца говорю нашей встречи, мы на этот вопрос и будем отвечать. Учителя, которые выражают свое отношение к рабочим тетрадям на печатной основе, они говорят, что главным образом такие тетради нужны в начальной школе, особенно в первом классе, когда навыки у детей всех только формируются, когда необходимо тренировка ребенка, многократная тренировка, многократное выполнение одних и тех же упражнений. Вот посмотрите, пожалуйста, тот перечень рабочих тетрадей на печатной основе, который предлагается для детей начальной школы. Особенно мы говорим о детях первого класса. Такой огромный. Один учитель подсчитал стоимость вот как раз этого набора. Мы с вами найдем. Оп. Угу. Так. Мне бы хотелось как раз с вами вместе разобрать, показать вот ту тетрадь, которую я сегодня с собой принесла. Посмотрите. Замечательная тетрадь. Я просто не могу ее вам вот так вот лицевую сторону показывать. Я ее вообще закрыла. Да? Я хочу вместе с вами эти требования к этой тетради разобрать. Итак, тетрадь эту я сама в своей работе с детьми использую на индивидуальных занятиях. Замечательная по содержанию, очень умная, очень толковая тетрадь. Она разработана с учетом всех особенностей детей, имеющих речевые нарушения. Она разработана с учетом тех сложностей, которые возникают у ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Тетрадь очень красочная, она очень интересная, и цветовые решения здесь применяются для того, чтобы помочь ребенку делать какие-то задания на дифференциацию звуков, гласных, согласных, на деление слов на слоги, что особенно сложно для детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Все задания выстроены с учетом от простого к сложному. То есть все дидактические принципы, о которых мы с вами говорим, когда говорим о речевом развитии ребенка, они здесь очень четко выполнены. Изумительная тетрадь. Мне очень нравится с ней работать. Здесь представлен список тех авторов, которые разрабатывали эту тетрадь. Здесь есть такое указание, как разработано с учетом в ГОС. И называется тетрадь «Учебное пособие». Все выходные данные, все адреса, все контактные телефоны представлены в этой тетради. Но использовать вот данную тетрадь в образовательной организации не имеет возможности, потому что напечатана эта тетрадь в той организации, которая не имеет разрешения на печать учебных пособий.
Посмотрите, какой огромный список. Это перечень организаций, которые имеют право печатать учебные пособия, которые можно использовать в образовательной организации. На 6 листах с 2 сторон. Огромное количество организаций. Огромное. Которым разрешено печатать учебные пособия, которые мы можем с вами использовать в образовательной организации. Еще раз хочу повторить, что я использую эту тетрадь на индивидуальных занятиях в центре. То есть это не образовательная организация, поэтому использую я ее довольно-таки законным образом. Вы можете выйти на сайт для ознакомления с этим документом. Там конкретно есть поисковая строчка, где вы забиваете ту организацию, которая указана на той рабочей тетради, которую вы хотите, планируете пользоваться. И если она есть в списке, значит, вы пользуетесь этой тетрадью. Опять-таки будут условия, оговорены дальше наши с вами, при которых можно использовать эту тетрадь, кроме того, что используется только та тетрадь, которая напечатана в организации, имеющей на это разрешение. Так. Вот теперь давайте попробуем разберемся с теми мнениями учителей конкретно, которые мне удалось собрать. Итак, из всех, так сказать, контактов я выбрала то, что тетрадь оказывает значительное влияние на личностное развитие учащихся. Ну, понятно, это и самостоятельность, это и активность, это и аккуратность, это и желание, это и волевые какие-то процессы формируются, потому что у ребенка вырабатывается желание выполнить задание до конца, оценить правильно или неправильно. Тут можно говорить очень много и долго о личностном развитии учащихся. Второе. Тетрадь можно подобрать с учетом тех дидактических условий, которые есть в данной образовательной организации. Тетрадь выбирает, как правило, учитель, это понятно, и он знает, какие у него есть дидактические условия, какая у него образовательная программа, естественно, подбирает с учетом этого. Итак, безусловно, любая тетрадь, которую мы хотим или планируем использовать, она должна соответствовать образовательной программе этого конкретного образовательного учреждения. Я еще хочу сказать об инклюзивном образовании, о детях, которые обучаются по адаптированным основным образовательным программам. Здесь у нас вообще, конечно, беда-беда. Рабочих тетрадей конкретно для категории этих детей практически нет, да и учебников-то не очень много. Но если у нас с вами в образовательной программе заявлена какая-то конкретная адаптированная образовательная программа, то все прекрасно понимают, что учебный методический комплект должен соответствовать этой направленности, этой нозологической группе, которая у нас получает коррекционное образование в данной образовательной организации. Это прописано в 79-й статье Закона об образовании, что если уж мы работаем с этой категорией детей, то у нас должен быть учебно-методический комплект в соответствии с данной зоологической группой. Нельзя, категорически нельзя использовать, и тут меня никто не переубедит, нельзя использовать тетрадь, рабочую учебную тетрадь, где написано, что она для детей с задержкой психического развития, работать с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Потому что авторы данной программы, они ориентировали эту тетрадь на конкретных детей с конкретным нарушением. И построили тетрадь с учетом особенностей данной категории детей. И если специалисты пытаются что-то использовать вот эту тетрадь, не внося никаких изменений, они должны переработать эту тетрадь, они должны сделать так, чтобы прошла какая-то экспертиза методическая, соответствует ли задание, соответствует ли уровень предложенных заданий детям, которых мы обучаем, которых мы предлагаем. Еще раз, нельзя использовать тетрадь рабочую, где написано, что это тетрадь для детей с нарушениями, с задержкой психического развития, для детей с нарушениями, тяжелыми нарушениями речи. Это категорически делать нельзя. Еще один момент.
Мы с вами можем, у нас прописано в 79 статье, что должны быть специальные условия. Вот рабочая учебная программа на печатной основе – это тоже специальные условия. А если уже она относится к специальным условиям, значит, она должна быть переработана, а должна соответствовать тем образовательным потребностям и тем образовательным возможностям, которые мы увидели у наших детей при поступлении в школу или поступлении в класс, при любых условиях. Или это специальный коррекционный класс, или это инклюзивный класс, где дети обучаются и по общеобразовательной программе, и по специальным программам. То есть для данного ребенка тетрадь должна учитывать его возможности. Мы в своей практике создавали рабочие учебные программы по ознакомлению с окружающим, работали с детками с задержкой психического развития. Те педагоги, которые с такой категорией детей работали, они знали, что дети с задержкой психического развития – это очень тоже разные дети. Разные по проявлениям, разные по уровню, по проявлениям того диагноза, который им выставлен. Так вот, работая даже на одной группе, мы разрабатывали тетрадь, где задания были для разных категорий детей. Обозначение, какое задание? Вот для Васи он выполняет по одной и той же теме. Собственно говоря, практически одна и та же цель, но вот задания разрабатывались с учетом того, какие у ребенка есть образовательные возможности. И ребенку говорили: ты выполняешь задание с ромашкой, а ты выполняешь задание с колокольчиком. Дети все активно, они прекрасно ориентировались в этой инструкции и выполняли то задание, которое для них было предназначено. И это помогало и дефектологам, и воспитателям, которые работают с детками, во-первых, определить, есть ли динамика у ребенка в развитии, что нужно повторить с этим ребенком конкретно. Ну, захотел ребенок выполнить другое задание, никто его в этом не ограничил, но воспитатель прекрасно понимал, что оценивать надо то задание, которое предназначено для ребенка с данным уровнем развития. Так, ну и четвертое. В тетради должны быть представлены методические рекомендации для учителя, который работает с данной категорией детей. Может быть ситуация, когда мы говорим о детях с ОВЗ, может быть ситуация, мы прекрасно понимаем, что эти дети очень часто отстают на несколько эпикризных сроков и могут справляться с заданиями для детей более младшего возраста, а вот выполнение заданий в соответствии с их конкретно паспортным возрастом, они справляются с трудом или вообще не справляются. Тогда методические рекомендации по использованию этой тетради, скажем, более высокого, должны быть переработаны с учетом опять возможностей детей. Они должны пройти методическую экспертизу уровне, где возможно это пройти. Если это можно пройти только в школе на методическом объединении, на педсовете, на ППК, где угодно. То есть кто-то должен определить вообще категорию той тетради, тех заданий, которые учитель выбрал, соответствует ли она требованиям адаптированной основной образовательной программы. Так. Ну, здесь вообще тоже представлены мнения учителей. Вы видите, что они совершенно разные и по объему. Если вам удастся прочитать, я уж не буду все тут зачитывать, но самое главное, что есть никто из учителей не отрицает положительное влияние и положительное значение, и положительную роль учебной рабочей тетради на печатной основе в образовательном процессе. Но оказывается, что не все учителя применяют в своей практике эти тетради. Некоторые учителя вообще отказываются. Опять-таки, по причине того, что тот комплект, который предлагают учителя приобрести рабочие тетради, вот посмотрите, есть высказывание здесь. Учитель посчитал, это 1200 рублей. Это хорошо, если в семье один ребенок. А если в семье несколько детей, а сегодня это, как правило, и 2, и 3, и 4. Вот вчера у меня на консультацию пришла семья, в которой 7 человек детей. И все они обучаются в школе. Так
Вот представьте, насколько для них легко приобрести такой комплект или нет. И ставить ситуацию ребенка, что он не может получить вот те прописи, те рабочие тетради только по причине того, что у семьи нет средств, наверное, не нужно. Вот мы видим с вами мнение о том, что рабочие учебные программы, как правило, нужны детям только первого класса, которые осваивают навык письма. То есть то, что называлось прописи, сегодня называется прописи. А все остальное можно каким-то образом компенсировать не в покупном виде, без каких-то финансовых затрат. Так, вот оказывается, целая школа отказывается от применения этой рабочей учебной тетради на печатной основе. Мы сейчас еще одну причину озвучим, почему это происходит. И предлагают учителя использовать рабочие тетради на печатной основе в виде дополнительного материала, который можно рекомендовать для использования в семье. Вот видите, какое громадное количество. Так. Вот здесь я вам уже предлагаю ознакомиться с теми документами, которые рассматривают ситуацию с использованием рабочих учебных программ в школе. И пока я буду говорить, так вот, наверное, главная причина, почему мы вышли вот на эту встречу с этой темой, заключается в том, что в прошлом году 55 школьных образовательных учреждений были оштрафованы. Им назначены были штрафные санкции за то, что они предлагали семье приобрести комплект рабочих учебных программ. Вот давайте попробуем разбираться, насколько эти действия правомерны и насколько они неправомерны. Итак, учебные пособия входят в учебный методический комплект. Если школа, директор школы издает приказ, да, по использованию тех учебников, которые необходимы для реализации образовательной программы. Если школа включает в этот список, в этот перечень рабочие учебные программы, значит, это становится ее прерогативой. Она должна приобрести не только учебники, но должна приобрести и рабочие тетради. Посмотрите, пожалуйста, вот тут прописан документ, по которому это обозначено. И если школа включает в обязательный список рабочие учебные программы, она не имеет права рекомендовать родителям приобрести эти рабочие тетради за свой счет. Приобретает их школа. И дети получают эти рабочие учебные программы, как и учебники, бесплатно. Тогда возникает вопрос. Рабочая программа, учебник дается ребенку на время. Да? Он получает учебник в библиотеке. В конце года он сдает те учебники, по которым он обучался, и получает новый комплект для следующего класса. Что делать с рабочими учебными тетрадями? Ведь рабочие учебные тетради предназначены для того, чтобы ребенок там работал. Чертил, писал, оставлял какие-то свои следы после себя. Да? Получается, что рабочая учебная тетрадь не может быть использована вторично. Что делать в этой ситуации? Закон говорит, что нужно поступать так. Если рабочая тетрадь выдана в библиотеке, ее ученик сдает обратно в библиотеку. Но она ведь непригодна для обучения других детей. Тогда библиотека списывает вот весь этот объем рабочих учебных тетрадей и приобретает на следующий год для своих учащихся новый комплект тетрадей. Мы все прекрасно с вами знаем, какие у нас финансовые возможности у школ, и может ли школа вот такое огромное количество рабочих тетрадей приобретать на 1 год. Итак, если в комплект, учебно-методический комплект входят учебник и рабочие
тетрадь на печатной основе, она выдается ученику бесплатно на бюджетных условиях. Школа должна разобраться, есть у нее для этого деньги, нет у нее для этого денег, или она только включает в обязательный список учебников учебник, а рабочую тетрадь не включает. Учитель имеет право рекомендовать родителям приобрести ту рабочую тетрадь на печатной основе, которую она пробировала, которая она знает, что она достаточно высоко результативна, что действительно ребенок получит хорошие дополнительные учебные навыки, дополнительные учебные знания по этой тетради. Он может рекомендовать родителям приобрести, рекомендовать, заставить, принудить. То есть по решению родительского комитета обязать всех родителей приобрести комплект, школа и учитель права такого не имеют. Кроме того, школа и учитель не имеют права проверять эти рабочие учебные тетради. Они могут находиться у детей в школе. Они имеют право не носить эту тетрадь. Они не имеют права не носить в школу эту тетрадь. То есть он работает с ней дома. И она никаким образом контролю и отчету не предоставляется. То есть учебные это пособия не могут быть использованы в образовательном процессе, если эту тетрадь приобретает родитель. Вот я хочу еще раз вам напомнить о том, что по прошлому году 55 образовательных учреждений были наказаны за то, что они предлагали родителям приобрести вот этот самый комплект учебной тетради. Несмотря на то, что были проведены эти решения через родительские комитеты, что было решением всех родителей в классе, потому что, уважая своего учителя, особенно в начальной классе, родители доверяют учителю, конечно, они понимают, что использование таких тетрадей будет их ребенку помогать. Но вот на вопрос, кто приобретает рабочую учебную тетрадь на печатной основе, мы с вами, наверное, ответили. Кроме того, в августе этого года по поручению президента есть соответствующие документы. Было принято решение о сокращении или полном изъятии рабочих учебных программ. Посмотрите, в основной школе и в средней школе. То есть остается, наверное, целесообразным использование рабочих тетрадей на печатной основе только в начальной школе и, как правило, для первого класса те самые прописи, которых ребенок упражняется при приобретении навыков письма. Так, посмотрите. Так, министерство считает целесообразным сокращение рабочих тетрадей на печатной основе в основной и средней школе. И перейти, согласно федеральному проекту «Цифровая образовательная среда», и использовать тетради уже в цифровом виде. Кроме того, существует очень много рекомендаций, государственных методических рекомендаций по разработке учебных программ, по разработке учебных тетрадей, рабочих тетрадей. Смотрите, в этих тетрадях прописаны все, и цели, и задачи, и как конструировать эту рабочую тетрадь, и что туда вносить. А сегодня это особенно актуально, для меня, как для коррекционщика, особенно актуально создание тетрадей для детей разных, имеющих статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Потому что тетрадь для ребенка, у которого нарушение зрения, и тетрадь для ребенка, у которого расстройство аутистического спектра, это не просто две разные тетради, это диаметрально разный материал. И давать его в одной какой-то общей тетради, где все собрано и где сказано, что данная тетрадь для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас их 8 видов, и поэтому тетради должны учитывать эти особенности. И, естественно, разработать такую тетрадь и по силам, это не так сложно, и по силам
И самое главное, она будет нести образовательную нагрузку реальную, такая тетрадь, учителю, который работает с этими детьми. Ну, я, конечно, понимаю, что мне могут ответить, что еще эту нагрузку на учителя. Поэтому, может быть, не тетрадь, а вот в тех рекомендациях, которые там были, вы, наверное, прочитали, что учитель, она разрабатывает какое-то задание вот в объеме одного листочка, да, распечатывает его. А сегодня это можно делать и дистанционно, и распечатать несколько экземпляров, чтобы ребенок вот как раз мог реализовать, вот, возможно, чтобы была реализована возможность для повторения, для упражнений ребенком при выполнении определенных заданий. Так. Ага. Давайте мы пропустили. Это у меня как-то... Так, вот оно. Вот то самое письмо, в котором указано и задание президента о том, что рассмотреть вопрос и сократить количество тетрадей. Вот то самое письмо, которое рекомендует. Его очень легко найти. И, собственно говоря, мы обязаны его выполнять. Вот у нас сегодня встреча с вами небольшая. И мне бы хотелось, чтобы школы, образовательные учреждения, учителя каким-то образом могли себя обезопасить, защитить при использовании, при решении вопроса, надо ли тетради приобретать. Работать в тетрадях однозначно замечательно. Ребенок активен, там, ну, все интересно. Но на сегодня нам предлагают альтернативу. Это и дистант, это и цифровые какие-то программы, в которых мы можем решать эти вопросы. Но самое главное, что нужно разобраться, кто приобретает комплект рабочего, если вы не хотите отказываться от рабочих тетрадей на печатной основе и хотите их использовать, тут надо очень четко понять, за счет кого они приобретаются, когда они могут приобретаться образовательным учреждением. Естественно, это будет дополнительное финансовое бюджетное вложение в эту сферу. У школ уж не такие большие бюджеты, да? А за счет родителей рабочая учебная программа приобретается только тогда, когда она используется дома, в семье, как дополнительная. И не могут задания, которые там выполняет ребенок, оцениваться, и тем более эти оценки выставляться в журнале. Вот у меня информация вся. Спасибо вам за то, что вы выслушали меня. Всего доброго. Успехов в вашей профессиональной деятельности. До свидания.